Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Давайте сегодня попросим песочек раскрыть нам тайну, открыть секрет. Что происходит у вас за спиной? Что тайное происходит, пока вы не видите, не слышите и не замечаете? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Интересные дела происходят у вас за спиной. Знаете, песочек показал вас человечком очень светлым, очень позитивным и в какой-то степени наивным, да. Вы верите в лучшее, вы верите в то, что все люди хорошие, что нужно людям давать шанс, что каждый может исправиться, осознать, принять. Вы такая на позитиве идете по жизни. Хоть и жизнь вас, вернее, люди, да, на жизненном пути вам встречались, попадались не самые лучшие, не самые достойные. Тут и обманывали, и предавали. Но тем не менее, вы сохранили в себе наивность ребенка, чистоту души и чистоту помыслов. Вы очень светлый, позитивный человечек. Ну, так вас показывает песок. Так, подножки. Ну, тут кто-то хотел бы поставить вам подножку, либо поставил вам подножку. Здесь вышла женщина в широкой юбке. Либо за этой женщиной очень много грехов тянется, да, по широте и долготе ее юбки, либо она предпочитает одеваться, ну, в такие одежды, да, с подолом длинным и широким. От этой женщины подножки идут либо желание вас, знаете, как столкнуть с пути и занять ваше место. Это может быть на работе, это может быть соперница в любви, это может просто какая-то завистница, злопыхательница. Женщина, но она с вами общается, потому что у нее кошачий хвост длинный, пушистый. То есть этим хвостом она прикрывает свои грязные мысли и грязные деяния. То есть в ваших глазах эта женщина может быть странная, но в принципе вы ее во враги, в недоброжелатели не записываете. А зря. Смотрите, песочек говорит, что были уже посылы, может быть, вас кто-то предупреждал, кто-то вам намекал, что эта женщина не очень хорошая, не очень порядочная, либо остерегайся этой женщины. Но вы почему-то не приняли ко вниманию, да, либо отмахнулись от этих сообщений, от этих разговоров. Песочек говорит, что буквально вот либо произошло, либо вот-вот произойдет событие, где эта женщина, ну, как говорят, да, сама себя раскроет. Прям уже виднее видного будет, да? Какое-то действие она совершит по отношению к вам, либо по отношению к другому человеку. И вам должно быть все понятно. По крайней мере, сделайте усилия, попытайтесь рассмотреть в этой женщине ее истинную суть. Ведь вы человечек дальновидный, да? Но вот этот позитив, вот эта доброта, она вам немножечко закрывает глаза. Старайтесь быть трезвым человеком, да? Не надо быть там грубым, либо не надо быть там недоверчивым. Будьте просто трезвым человеком, да? Оценивайте людей по их делам, поступкам и проявлениям. Здесь такая рекомендация от этой женщины: держаться подальше, себя оградить от влияния этой женщины, поменьше с ней там встречаться, общаться и, ну, знаете, как ходить разными дорожками. Вот это будет в идеале. Так, а у кого испортились отношения с мужчиной? Это может быть как и сын, так и ваш партнер, да, возлюбленный, муж. Испортились очень сильно отношения. Тоже, знаете, как причина этому женщина.
Женщина может быть как и соперница, так и, например, его мама, бывшая, там, не знаю, сестра может быть. Эта женщина что-то плохое ему о вас рассказывает, либо какие-то сомнения сеет о вашем мужчине. Он вам напрямую, скорее всего, не говорит, либо как-то частично говорит. Но поверьте, вот она ведет такую тяжелую, непосильную, без перерывов, без отпусков, без выходных работу над тем, чтобы вас рассорить, либо мужчину принудить, либо подтолкнуть к негативу и агрессии в сторону вас. То есть как-то неприятно, это очень неприятно. Я не знаю, что за повод ее толкнул к этому. Понятно, что отсыпка общая, вы все разные. Но тем не менее, ухудшение ваших отношений — вина какой-то женщины. Здесь либо нужно разузнать хорошенечко, с кем он там общается, о чем он там говорит. И, конечно же, принять меры. Какие меры? Разговор. Девочки, разговор по душам, тет-а-тет. Без всяких там секретов, ужимок, зажимов. Рассказать вот все, что вы думаете, все, что вы чувствуете. Если у мужчины есть вопрос, он вам задаст. Задаст, спросит, там, расскажет, что произошло. Но пускать эту ситуацию на самотек — это преступление. Потому что дальше будет ситуация усугубляться, вы будете больше ругаться, между вами будет холод, расстояние, дистанция. Сами знаете, как люди расходятся. Допускать этого не стоит. Не дайте этой нехорошей женщине вас рассорить, развести. Ни в коем случае не надо этого допускать. Так, еще мужчина вышел с левой стороны. Мужчина пьющий, у него рог в руках. Видите, рог, он пьет. Либо любит выпить, либо постоянно пьет. Такой веселый человек. Смотрите, у кого-то из вас отыграется, что это ваш начальник. Начальник, который хотел бы воспользоваться тем, что вы безотказный человек, что вы лучше и больше всех работаете, что вы самый профессиональный сотрудник в его организации. Знаете, как какую-то замануху вам кинуть, что-то вам тут наобещать и по итогу не выполнить. Вы ему нужны. Нужна ваша голова, ваши руки и ваше умение и профессионализм. У других же отыграется, что это какой-то ваш бывший алкаш, которому хочется к вам прийти, надавить на вашу жалость, и выманить у вас пару монет себе на бутылочку. Может быть, он всегда так поступает, приходит, говорит: ой, там нечем платить за квартиру, либо: ой, я не кушал, дай мне там что-нибудь, чтобы я купил себе покушать, какую-то денежку. То есть человек может выманивать просто деньги для того, чтобы покупать себе алкоголь. А вы добрая душа, думаете: ты бедненький, ты не кушал, на тебе там денежку, иди купи. Либо: ой, нечем тебе заплатить, на тебе денежку. Думаете: сумма небольшая, не жалко. Если ему надо, почему я ему буду отказывать? Он все спускает на алкоголь. На алкоголь, девочки, А кто на работе, начальник, такой абьюзер, то начальник ваш выпивающий может вам там с 3 короба наобещать и этого не выполнить. И потом, знаете, скажет так: я был пьяный, я не помню. Может. С начальников, девочки, берите расписки, либо заключайте доп. Договора, где все будет прописано, что вы должны сделать и что он должен сделать, чтобы вам скомпенсировать ваш труд, вашу работу. Хитрый, очень хитрый мужчина на самом деле. Хитрый, пьющий, хитрый мужчина вышел. Так. Смотрите, здесь люди о вас говорят. Такое небольшое общество людей, где-то 3-5 человек. Они о вас постоянно говорят, какие-то разговоры о вас идут. Я не могу вам четко сказать, хорошее либо плохое, но меня смущает, что с левой стороны, и что это тайные разговоры. Тайные. То ли у них секреты от вас, и они боятся, что вы узнаете, то ли они действительно занимаются сплетнями. Они просто сплетничают за вашей спиной. Вы, например, заходите, они все такие сидят, мило улыбаются, на вас смотрят, а мы ничего дурного не делали. Но эти люди
несмотря на то, что они открыто против вас не выступают, но вы что-то чувствуете от них. Мне почему-то кажется, что это какие-то ваши коллеги, либо родственники, да, вот этим злоупотребляют сплетнями, либо, ну, знаете, как перемыванием косточек, либо желанием вами, например, воспользоваться в каких-то своих целях, да, либо вас чего-то лишить. Да, родственники могут это делать. Ну, коллеги, кстати, тоже, да, там, например, лишить вас премии, либо ваши результаты приписать себе. Такое небольшое общество людей. Нужно быть поосторожнее, и нужно, возможно, даже какие-то меры принять, чтобы у этих людей не получилось, вот задуманное ими не получилось, либо пресечь вот эти разговоры по поводу вас. Кстати, вот идет такой знак наследства, но как вас лишают этого наследства, либо вас планируют лишить наследства. Может быть, какое-то наследство есть, вы об этом не знаете, либо вы спрашивали, вам сказали, да, там ничего нету, типа такого. Вот. А люди на самом деле боятся, что вы свою долю потребуете, либо что им нужно будет с вами поделиться. Вот. Кто понимает, о чем я говорю, либо у кого в недавнем прошлом были такие события, вот, связанные с наследованием, возьмите, не поленитесь, перепроверьте. Может быть, в последней воле есть указание на то, что вы являетесь наследником, либо вам что-то отписали. А вот такие алчные родственники могут это все скрывать и прятать. Так, еще. Здесь какие-то конфликты между детьми и родителями. Конфликты. Причем мне кажется, что вы как ребенок, а тот, с кем вы конфликтуете, это как ваш родитель. Опять же, это могут быть в прямом смысле дети родителей, также могут быть люди, которые старше вас по возрасту и относятся к вам как к ребенку, типа там поучают, наставляют, подталкивают. Здесь, конечно, недопонимание идет, жутчайшее недопонимание, разный взгляд на жизнь, разные отношения к жизни и разное видение проблем и ситуаций. Мои хорошие, человек, кто с вами спорит, либо кто получает вас жизнь, на самом деле очень хорошо к вам относится и очень-очень вас любит. Здесь такой посыл, что вас нужно уберечь, вас нужно просветить, защитить, да, всячески прикрыть. Вот дурного этот человек не хочет. И не хочет, и не думает. Просто подача, форма подачи, да, это как критика, это как, знаете, нравоучение. Да, человек не ту форму выбрал. Посыл хороший, но подача совершенно не та. Вот. Может быть, вам следует тоже поговорить с этим человеком, тоже по душам как-то поговорить. Объяснить, что я же тоже не ребенок, да, я же и вижу, и понимаю. И не такая уж я глупенькая. Вот. Может поговорить, попросить человека, чтобы он более деликатно, допустим, выражал свои мысли, без всяких там персоналей, да, персональных тыканий пальцами. Не надо так делать. Я хороший, адекватный человек, я все могу понять. Да, если ты спокойно, прилично будешь со мной говорить, общаться, да, все твои замечания, все твои, например, наставления, конечно же, я слышу, конечно же, я приму. Но только не надо меня критиковать, и не надо считать, что я беспомощный ребенок. У вас могут наладиться отношения, не обязательно наладятся. Просто диалога не хватает, да? Не хватает вот этого доверия между вами. Потому что я вижу, человек вас поучает, а вы в позу становитесь. Да? Либо не принимаете от этого человека, либо какие-то ответные высказывания в адрес этого человека даете. Ругаться вам не стоит. Вам нужно мириться, дружить, любить друг друга, помогать друг другу. Вот это будет хорошо. Так, еще. Здесь вас в поездку кто-то хочет отправить, либо кто-то хотел бы, чтобы вы, не знаю, приехали, куда-то поехали. Кто-то мечтает о том, чтобы вы, именно вы, либо с вами. Может быть, это какая-то командировка. Либо кто-то из ваших, например, близких людей хотел бы, чтобы вы составили компанию. Но человек то ли стесняется вам об этом сказать, попросить, то ли не очень понимает, как вы настроены. Настроены к поездкам, к путешествиям, к дальним дорогам.
человек как будто бы может рассказывать что-то, да, говорить о себе, что вот я там собираюсь туда и сюда, я хочу туда там поехать, полететь там на отдых, либо у нас будет какая-нибудь выставка, конференция, вот мы ищем как добровольцев, кто бы тоже хотел поехать. Если вам эта дорога, путь интересен, не стесняйтесь, предложите свою кандидатуру. Мне дорога эта вышла в правой стороне. Она очень интересная и очень, как бы это правильно сказать, то ли она богатая на подарки будет, то ли на знакомство, да, что-то прям хорошее будет с вами происходить. Может быть, вам действительно следует поехать, развеяться, на мир посмотреть, себя показать, да, и получить эти новые знакомства, новые эмоции, либо действительно подарочки получить. Так, здесь у меня кто-то общается в интернете, я так понимаю, да, интернет и соцсети. Интересный человек. Вот даже кто-то из девчонок увлекся этим человеком, но очень мало информации об этом человеке. Человек не спешит себя раскрывать, не спешит на личное знакомство, хотя прям грудь себя бьет, я так хочу тебя увидеть, я так жду нашей встречи. Но когда дело заходит, вернее, разговор заходит за дело, давай же встретимся, человек всегда придумывает какую-то отмазку. Смотрите, я не хочу вас разочаровывать, но тем не менее, мне кажется, вы общаетесь не с тем, за кого выдает себя этот человек. Там либо он женат, либо, человек, допустим, находится в финансовых затруднениях, да, живет в какой-то очень маленькой грязной комнатушке, у него нет полноценных средств к существованию, при этом он вам рассказывает, что он там прям какой-то бизнесмен солидный, что у него там денег там куры не клюют. Смотрите, человек, он в принципе неплохой, но вот это мошенничество его, в принципе, характеризуется с плохой стороны, да. То есть это не к лицу хорошему мужчине вот такие вещи делать. В принципе, вы достаточно давно общаетесь, уже бы мог рассказать о себе, объяснить, да, почему он дошел до жизни такой, но он этого не делает. Если вы надеетесь на встречу с этим человеком, я не вижу встречи с этим человеком. Не будет он признаваться, не будет он рассказывать о своем таком бедственном, затруднительном положении. То есть стесняется, стыдится. Ему проще, знаете, как вас заблокировать, чем сказать: извини, я наврал. Да, может быть, плохого я не хотел, но вот так вышло. Да, произвела ты на меня впечатление, я вот решил тут бисером метнуть в твою сторону. Теперь понимаю, что я ошибся, понимаю, что ты женщина прекрасная, достойная, и мне вот стыдно дальше тебя обманывать. Девчонки, если вдруг ваш интернет-поклонник вас заблокирует, знаете, что он несчастный человек. Несчастный человек, который просто заврался. Поверьте, он вас никогда не забудет. Ваш образ, вашу фоточку бережно будет хранить на протяжении всей своей жизни. Просто, знаете, не ваш это вариант, да, не ваш. Не нужен вам такой. Так, еще подкова большая вышла. Подкова придет оттуда, откуда не ждете. Какое-то везение, удача, счастливый случай ворвутся в вашу жизнь. Особенно отыграется у тех, у кого сейчас жизнь болото, черная полоса. Кто себя чувствует очень несчастным, одиноким человеком. Вам идет большая удача, большое везение. У кого-то на работе, у кого-то в бизнесе, у кого-то в личном знакомстве. Очень приятная для вас ситуация. И знаете, подкова настолько огромная, я могу предположить, что это событие вы запомните на долгие годы. А кто-то и внукам будет рассказывать, как ему крупно повезло. Единственное условие, что эта подкова, либо эту подкову вы найдете где-то на улице, вне своего дома. Кто у меня привык постоянно находиться дома, не выходит на улицу, идите за своей подковой. Не надо сидеть, идите, ищите свою подкову. Вот она вас ждет. Ваша удача, ваше везение вас ждет. Так, здесь у меня птица, но почему-то она не летит, а передвигается на ногах. То есть как ноги, лапы. Что это у нее? Нет, не летит, а вот по земле идет. Очень медленно, очень невероятно медленно.
Может быть, вы ждете какое-то сообщение, письмо. Может быть, вы ждали, смирились, махнули рукой и забыли, да, что вы куда-то обращались. Ну, много времени прошло. Вы знаете, дойдет. Эта птица до вас дойдет. И в этом случае лучше поздно, чем никогда. Прямо на себе она что-то везет, что-то ценное, что-то важное, что-то о вашем будущем, либо о будущем ваших близких людей. Это хорошее, в правую сторону идет, но очень медленно, просто невероятно медленно. Если вы куда-то обращались, подавали документы, а вас не забыли, вам ответили, причем ответ очень положительный, одобрительный, либо вот как помощь будет вам, но идет, не летит, идет. Обычно письма у нас летают, да? Они летают в сумке почтальона, они летают посредством, например, интернет-связи. А у вас вот идет. Причем не спеша, в раскачку, можно так сказать. Так, а еще. Здесь кому-то вы не даете покоя. Покоя как женщина, как объект возжелания. Есть такой мужчина, который вас страстно желает. А вам этот мужчина либо неприятен, либо если вы его увидите, вам станет неприятно. Не знаю, не могу сказать, что с ним не так. Может быть, вообще не ваш вариант, да, не ваш образ. Но, тем не менее, есть такой человек. Человек прям как-то смотрит на вас голодными глазами. Где-то он вас наблюдает. Может быть, вы и работаете где-то вместе. Человек свое внимание к вам, свой интерес проявляет в виде вот таких пожирающих взглядов, а у кого-то открывается, что мужчина к вам пристает с какой-то критикой, критиканством, цепляет вас, пытается, может быть, даже как-то, не знаю, ссориться с вами, но как-то совершенно глупо ведет. Может быть, поэтому у вас как отторжение, если вы узнаете, что он вас страстно желает. Но такое и есть. Такое и есть. Девочки, вот если вас мужчина критикует и действительно проходу не дает своими претензиями, придирками, знаете, что он вас страстно желает. Вот сходит с ума и в эту свою негативную эмоцию он вкладывает всю свою страсть. Да, как будто бы сам себя отговаривает от вас, но у него не получается. Прям, знаете, у него там все пухнет, отекает, пухнет, и очень некомфортно он себя чувствует, когда, например, рядом с вами находится. Боится, что кто-то увидит и догадается о том, что у него к вам страсти. Так, здесь для взрослой женщины идет послание. Послание о том, кого она ждет. Вы можете ждать какого-то родственника, а можете ждать мужчину. Смотрите, никто не забыт, ничто не забыто. Этот мужчина все помнит, все знает. Просто сейчас у мужчины какое-то тупиковое положение, либо место, где он находится, не знаю, недоступна связь, нет выхода для того, чтобы вам позвонить, как-то о себе сообщить. Либо положение у него какое-то нестабильное, шаткое, и, в принципе, сообщать ему нечего. Он не желает, чтобы вы волновались, он не желает, чтобы вы тревожились. Как только у него все наладится, он обязательно выйдет на связь. Либо через кого-то он передаст для вас весточку. Не переживайте, все будет хорошо. Так, еще, это скорее всего для тех, кто работает. Здесь какая-то женщина из вашей курочки, из-под вашей курочки яйца вынимает. То есть мужчина вы, либо женщина, кто меня смотрит, знаете, что женщина-коллега, либо женщина-начальница, может быть, женщина-конкурентка по бизнесу, допустим, да, из-под вашей курочки прибыль вашу ворует, какие-то хитрые действия предпринимает для того, чтобы у вас убывало, соответственно, у нее прибывало. Если у вас проблемы с деньгами, если у вас какие-то вопросы относительно работы, бизнеса, ищите женщину. Да? Французы, по-моему, так говорят. Ищите женщину, она источник ваших бед. То есть она хитрым путем отбирает то, что ваше, она отбирает, себе присваивает. Как-то прямо из-под тишка действует. Но в левой стороне вышло, значит, с этим можно бороться и справиться. Да? Главное ее вычислить и там уже принять меры. Так, мои хорошие, на этом все.
Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.